Подарок португальцу руками челнинского художника. Портрет футболиста на здании напротив отеля уже назвали самым ярким элементом благоустройства Казани 2017. Должна вам признаться, что конкретно вот этот заинтересовавший всем фрагмент, он родился спонтанно, родился в голове нашего замечательного мэра. Он предложил, не знаю, как открытку, как такое замечательное приветствие от города, придумать вот такое граффити, именно которое будет видно из окна номера нашего знаменитого футболиста. Подарок и горожанам. Дополнительное озеленение, новые дороги. На них в этом году выделили 3 миллиарда рублей. На внешнее благоустройство Казани Кубку Конфедерации было выделено свыше 50 миллионов рублей. На преобразование ушел не один сезон. Сейчас работа продолжается в штатном режиме. И уже в этом году жители города и гости столицы смогут увидеть в первую очередь обновленный набережный озера Кабан. Когда вот замуж выходят невесты, что меняется? Вот наш город как будто невестой стала. Нарядной, шундой, прекрасной, красивой, ухоженной, гостеприимной. С такими большими мероприятиями город становится лучше и краше. Даже если мероприятия пройдут, для города, мне кажется, это же все остается, и дороги, и красота. Основательно подошли и к преобразованию спортивной среды. Для спортсменов подготовили 3 тренировочных стадиона. Базу «Рубины», «Электрон», центральный стадион. Все по стандартам ФИФА. Что касается тренировочных площадок, там по поводу отзывов не могу сказать, но нареканий на сегодняшний день пока нету. Кстати говоря, по центральному стадиону в рамках подготовки, когда приезжал последний инспекционный визит ФИФА, они приняли решение, что никакие ремонтные работы и замена, и что-то делать с полем на центральном стадионе не требуется. Серьезных вложений в спортивную инфраструктуру к чемпионату мира не понадобится, отметили сегодня. Генеральная репетиция, то есть Кубок Конфедерации, показал: Казань почти на 100% готова к большому футболу. Александра Севастьянова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.